Девочки. Я не смогу. Да. Ну, так она... Давай, посмотри, голос. Звук понятный, интершу нормальный. Вторую. А где мне встать? Да. Давай, а ну вычитай что-нибудь. Сегодня в региональной художественной Слышно? галерее проходит... Сережа, Говори, читай. сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение Что? участников конкурса. Микрофон включила, Мария? Да. Все включено. Скажи, Юра, устраивает его? Еще не слышу хорошо, она читает. Как бы хорошо. Что, говорить? Да, говори. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление лучшей панограммы на гагаузском Так я уже языке. поменял уже другой канал, но я не могу понять, что вы... Так если я должну внешку, если оставили, так я переключу на другой. Интершу. Сейчас я отключу. Это шанс каждого обогатить гагаузский язык. В состав конкурсной комиссии по определению лучшей панограммы войдут ведущие специалисты в области гагаузской филологии, ученые и исследователи. Ага. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление. Может, мне выше поднять? Мы проверяем звук с конца, потому что начнется, я больше проверять не смогу. Ну а как? Хотя бы до нас идет. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников. Мгм. Сегодня в художественной региональной галерее проходит награждение участников конкурса на лучшую панограмму. Что? Он говорит, ты еще ближе микрофон. Вот так, что ли? Да. Давай. Ну, слышно, я сейчас уже слышу. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на лучшую панограмму на гагаузском языке. Отпусти чуть-чуть ниже микрофон. Да. Включен? Включен, я аж в телефоне слышу, что они не слышат. Я... Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение Я в телефоне участников слышу конкурса ее, на да. лучшую панограмму на гагаузском языке. Панограмма – это короткий, содержащий смысл текст, использующий все буквы алфавита гагаузского алфавита, по возможности не повторяя их. Вот я включаю зал. Вот, а как я должен включить, потом переключаться, что ли? А ну давай, говори. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на лучшую панограмму на гагаузском языке. Панограмма – это короткий текст, имеющий... Один только, один двойка, а не шум отключен. Полностью отключен. Короткий смысловой текст, в котором используется... Мгм. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на лучшую панограмму на гагаузском языке. Сейчас включу еще второй интершум. Могу я еще включить второй дорожный? Давай, все. Потом я переключусь. Мы минут 10 в прямом эфире будем, и можно без... Сережа, а тут еще и колонка. Я здесь не вот так сказали. Куда встать? Дальше встать. Куда еще? Сколько еще осталось? Позвать вам, Яков? На телефон. Говорит с ним. С кем?
кем? Кому звонить? Нет, мне Тане? не надо, нет. Я говорю, сколько минут осталось, я позову Светлану Яковлевну, чтобы она стояла А там рядышком. тебе дадут команду с прямого эфира оттуда. Здрасте. Ну правильно, но человека же не пойду вон там искать, она вон сидит там. Что нужно? Что нужно теперь? Скажи, я отвечу. Что нужно? Ровно в 10 мы включаем. Кому дать? Тане? А? Ничего не делали, мы готовимся к прямому эфиру, включимся в студию. На, говори. Здесь одна колонка, да? Таня, это я. Дедушка? Мы ровно в 10 включаемся в студию. Такой серьезный. А там, блядь. А, ну чтобы, потому что будет говорить Светлана Яковлевна, чтобы она стояла рядом. Я не знаю, какой у вас будет прямой эфир. Нам больше нигде не разрешат. Да. А тут нет другого места. Не знаю, короче, смотрите предварительно. Они не будут отключать, сказали. Я уже попросила. Сказали, что у них начнется мероприятие, там дети выходят, еще кто-то, и им нужны колонки. Да. Хорошо. Давай. 10:05 где-то. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление лучшей программы на гагаузском языке. Запомни место. Шаг назад. Вот здесь. Вот так. Чтобы не было близко. Да. Сережа, может быть, все-таки ты будешь вот так держать мне? Не проблема. Глаза просто. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление лучшей фонограммы на гагаузском языке. Нельзя сложить, или это тоже читаешь? Это не читаю. Тогда я сложу и поставлю вот здесь, а потом запаркаю. А упадет? А если упадет во время? Где-то в 10:05. Уже видны, папка большая, понимаешь? А здесь смотришь в глаза. Вот сейчас оно. Вот. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление лучшей фонограммы на гагаузском языке. Фонограмма – это короткий, содержащий смысл текст. Сереж, ну не двигай. Ну это сейчас пока не надо. Ну, нормально. Скотч. Валерия Это Ашига. придумала Ставилова. Это просто... Ну, я ей сказала, что мы находимся рядом с колонкой, имея в виду. А что скажешь? А что не выбрали другое место? Их не интересует. Учитесь. Я в Ютубе. говорю, тут нету другого места, нам сразу обозначили наше место. Главное, не забыть сказать здравствуйте, Ирина, спасибо. А, мне. Говорит, здравствуйте, У тебя же Ирина. есть наушники, ты же видишь студию. Здравствуйте, Ирина, там сидит Люда. У тебя же, да, наушники есть. Ты же слышишь? Слышишь? Наш. Я же, да, 300 раз поделаю. Все? О, класс, давай. Сегодня в региональной художественной галерее проходит награждение участников конкурса на составление лучшей фонограммы на гагаузском языке. Фонограмма – это короткий, содержащий смысл текст, использующий все буквы гагаузского алфавита, по возможности не повторяя их. Конкурс на лучшую фонограмму, по словам организации... Блин, я плохо вижу. По словам Что ты организации. напечатала мелко? Это Таня печатала мне
Конкурс на лучшую панграмму, по словам организаторов, это шанс каждого обогатить гагаузский язык. В состав конкурсной комиссии по определению лучшей панграммы войдут ведущие специалисты в области гагаузской филологии, ученые и исследователи. Рядом со мной находится научный сотрудник научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич Светлана Романова. Светлана Яковлевна, добрый день. На, я даю трубку. На. Алло, алло. Хорошо. Все, норм. Я всю ночь не спала. Да. Не забудь включить микро. Включить? Не забудь. Светлана Яковлевна должна стоять рядом со мной. Можете стать.
Да, было бы хорошо. Ждем, да? Еще не начал. Они не могут запустить ТВ. Но они нас видят.
Saygılı Gagavuzya Başkanı Irina Fyodorovna Vlach, kıymetli misafirler, yarışmaya katılımcılar, bizim yurtumuza hoş geldiniz. Gagavuzya'da tek hazırlandığı hem geçirildiği Gagavuz dilinde en iyi pangrama yarışmasında yensinçileri ödüllemek sırasına katıldığınız için canabinizleri candan yürekten şükür ederiz. Добрый день, многоуважаемая Башкан Гагаузии Ирина Федоровна Влах, уважаемые гости и конкурсанты. Мы рады приветствовать вас на подведении итогов конкурса на лучшую панграмму на гагаузском языке, который был впервые организован и проведен в Гагаузии. Her bir pangrammanın yüzü alfabet. Aklınıza getirelim onun yolunu bizim günlerimize de. Makarski Gagavuz yazısı peydalandı 65 yıl geri, o hep daha genç bir yazı sayılır. Gagavuz dili alfabeti onaylandı 1957 yılda Rus grafikası temelinde. Bilimciler ilerledip kendi işini eklediler Gagavuz dilinde yüzey sesleri nişanlayan birkaç bukva. Bu takım daha uygun varyantta alfabet kullanıldı 1958 yıldan 1995 yıla kadar. O zamandan beri Gagavuz dili de başladı işleyip ilerleme, bilim, üretim, kültüra, hem cümle alanlarında. В связи с необходимостью перехода гагаузской письменности на латинскую графику Гаврил Гайдаржи, Елена Колция, Людмила Покровская составили новый гагаузский алфавит, основанный на латинской графике. Окончательный вариант нового алфавита гагаузского языка, состоящего из 31 буквы, был утвержден Народным собранием Гагаузии в 1996 году. Bugün alfabetle bile bize misafirler geldi körpe dostlarımız Stipan Topal'ın adına Masalcık Uşak Bahçesi'nden. Karşılayalım onları alkışlarla. Şükür ederiz uşaklara, sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Vuralım ellerimizi. Да, здравствуйте, Ирина
художественной галерее, где Современные проходит технологии награждение стали неотъемлемой участников частью конкурса жизни. на составление Наша лучшей страна панограммы на шагает в ногу с гагаузском языке. современностью и в Панограмма — последнее это время короткий, активно содержащий внедряет смысл инновации текст, во все сферы использующий все буквы жизнедеятельности. гагаузского Одним из алфавита, флагманов по IT-сектора в возможности не Республике повторяя их. Молдова является Конкурс на компания лучшую Symphos, панограмму, по словам которая также организаторов, занимается это шанс созданием новых каждого шрифтов. обогатить гагаузский Друзья, язык. а В состав сейчас я хочу конкурсной предложить вашему комиссии на определение вниманию лучшей видеоряд о программы первом в Молдове панограммы вошли честном ведущие шрифте специалисты в Honest, области призванном гагаузской наладить филологии, коммуникацию между ученые и представителями всех исследователи. национальностей Рядом в со мной Молдове. находится сотрудник научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич, научный исследователь Светлана Романова. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Скажите, с какой целью проводится конкурс на лучшую панограмму на гагаузском языке? Данный конкурс, с одной стороны, выявляет у нас новые таланты, умение составлять панограмму, с другой стороны, это популяризация гагаузского языка и обогащение гагаузского языка, а также это дает возможность повысить статус гагаузского языка, то есть выйти его из регионального во всемирный масштаб. Ирина, на этом у нас все. Передаем слово вам. Orice societate cultă și educată are o haină. Și în cazul textelor scrise, această haină se numește fonturile care sunt folosite pentru a scrie un text. Adevărul este că de destul de mult timp nu existau fonturi universale care ar avea toate simbolurile necesare. Țin minte că spre sfârșitul anilor 90, când lucram în domeniul poligrafiei, era o problemă întreagă cu diacriticile. Deci atunci fonturile de bază nici nu aveau diacriticile corecte. Aveau ceea ce se numește sedilia. E ca o seceră la partea de jos a literelor Ц și Ș. Государство – это большой коммерческий механизм, который коммуницирует на разных уровнях с своей аудиторией. Если посмотреть на разные государственные платформы, можно обнаружить, что они довольно хаотичны по отношению друг к другу. Fonturile utilizate atât în publicitatea vizuală, cât și în documentele scrise guvernamentale sunt sau învechite sau fonturi accesibile pentru toată lumea, fonturi gratuite care sunt oferite pentru utilizare în toată lumea. Trebuie să schimbăm lucruri. Trebuie să dezvoltăm fonturi autohtone și trebuie să înțelegem cum utilizăm aceste fonturi pentru a avea o armonie în коммуникare. Для меня, как для гражданина, очень важно, чтобы государство общалось с нами просто, понятно и, главное, честно. Так родился Honest. Бесплатный шрифт для государства, который помогает ему открыто, просто и понятно общаться с народом. Что может исправить шрифт Honest? Он может дать целостность, он может дать открытость и честность в подаче материала. Unii pot zice că nu este chiar atât de decorativ, că nu are caractere frumoase, poate, nu este un țipător, nu este un fond deosebit. Nici nu a fost acest scop. Scopul nu a fost de a crea un fond țipător sau un fond care ar distrage de la mesaj. Ba invers, noi am vrut să creăm un fond modest care ar amplifica mesajul transmis. Одной из важных составляющих шрифта Honest – это умение говорить на разных языках, на языках людей, которые проживают в нашей стране. Ministerul Culturii salută
și este în căutare, de fapt, de inițiative private care ar veni cu soluții în toate problemele și în toate domeniile specifice ale culturii și nu numai. Salut inițiativa elaborării atât primului fond autohton. Sunt sigur că nu va fi și ultimul, pentru că pentru diferite utilizări e nevoie de mai multe fonduri care să ne reprezinte. A fost important să creăm un sistem de fonduri care ar îmbina, pe de o parte, elemente estetice, ar fi frumos, ar fi plăcut, dar totodată ar fi foarte funcțional. Создавая такие проекты, мы улучшаем визуальную культурную среду вокруг себя, тем самым создавая интересный прецедент для будущих поколений. Nu bunăstarea produce sau naște cultură. Doar un nivel înalt de cultură poate genera o bunăstare a societății. Fondurile pe care le utilizăm este un pas concret și important în educarea societății, în atingerea unui nivel de cultură care se va răsfrânge în toate celelalte domenii de activitate, inclusiv în industrie, inclusiv în viața de zi cu zi și în bunăstarea oamenilor. Я бы хотел, чтобы сделано в Молдове звучало по-современному, звучало круто, звучало как нечто прогрессивное. И поэтому я понял, что судьба ЧИТа, над которой мы работаем, это помочь нашему государству. Sırtını hazırlarken Moldova'da yaşayan her bir milletin dilinde klaviatura için bir deyim kullanıldı. Gagauzca yerleştirmek anahtarını uzmanlar bulamadı. Çünkü Pangrama Gagauz dilinde şimdiye kadar yoktu. Pangrama kısa, manalı bir tekst, nerede kullanılır alfabetin hepsi bukvaları pek seyrek tekrarlan. Çünkü lazım olduğu mutlak kurmaya böyle tekst, peydalandığı fikir, kızıştırma gagavuzları yarışmada pay alsınlar. Bukvaları türlü türlü birleştirip güzel örnekleri düşsünler. Лингвисты традиционно выделяют осмысленные фразы, панграммы, в которых все буквы алфавита встречаются ровно один раз. Поскольку такие панграммы в некоторых языках очень трудно составить, обычно допускаются отклонения от этого идеала, то есть повторение нескольких букв. Adetçe pangramaları kullanırlar şrift kataloglarında hem şriftleri tanıtmak için hem de yerleştirmek teknikasını, bağlantı yollarından tekstlerin aktarılmasını, tiparlamak tertiplerini kontrol etmek için. Поддержка и развитие информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности является приоритетом для руководства нашей автономии. Для приветственного слова приглашаем Башкана Гагаузии Влах Ирину Федоровну. Добрый день. Рада всех вас сегодня приветствовать. Искренне Роман Петрович. Программа «Вокруг», сердце. В начале своего выступления я хочу поблагодарить Дмитрия Волошина, человека, который позвонил который сказал, вот есть такая идея, есть такой проект, и я бы очень хотела, чтобы на гагаузском языке такая панграмма была составлена, но всегда очень хорошо, чтобы все происходило на базе конкурсной основы. То есть устроим вот такое событие, когда все желающие смогут подготовить такие панграммы, и будет конкурсная комиссия, которая будет определять победителей. Ну, для меня все это было очень ново. Я даже не имела понимания, представления, что такое панграмма. Я попросила всех своих коллег, говорю, объясните, пожалуйста, что это? Когда мне объяснили, что это такое, я подумала, что на русском языке сложно, ну, на языке, на котором мы общаемся, а на нашем родном языке я поняла, что это будет намного сложнее.
честно скажу, лично я за это, наверное, не взялась. Потому что я понимаю, сколько сил, времени, хорошего знания нашего языка, потому что надо было использовать абсолютно весь алфавит, да, сколько сил это бы затратило у каждого из тех, кто решился на это все. И я, Дима, благодарна за то, что ты не забыл, что вот Гагаузия — это люди, которые тебя уважают и любят, и ты тоже нас уважаешь и любишь, и ты решил в эту программу включить и нас, включить нашу автономию, включить наш гагаузский язык, потому что Молдова — это большая многонациональная дружная семья. И чем больше мы все, люди всех национальностей, проживающих на этой земле, будем представлены, и чем больше нас будут видеть, понимать, слышать, чем больше людей захочет изучить наш родной язык, до нас самих, если мы сами будем стараться учить наш язык, это будет очень серьезный шаг вперед, который на самом деле будет объединять наше общество. Огромное спасибо за идею и за то, что вот сегодня мы все собрались. Серым селемя салхипсина кимкатоны. Anlarım hani size çok zordu ama siz süpersiniz. Hani katıldınız, hani yazdınız, düşündünüz. Şimdi gördüm hani uşaklar da burada katıldı. Nikolay, sevindim, anladım hani bir sayın büyük insanlar katılırlar bu soruşa. Ama uşaklar da katıldılar bu soruşa. O pek iyi, çok güzel. Hani bütün aile işledi, bütün aile düşündü, da katıldı bu soruşa. Очень рад тому, что инициатива, которая есть в каждой семье, инициатива, которая была среди всех участников, поддержана нашим научным центром, поддержана всей командой, которая была бы вовлечена в определение победителей. Действительно, коллеги говорили правильно, сегодня приоритетами нашей гагаузской автономии является индустриализация экономики, развитие сектора IT. И власти автономии на всех уровнях, и народное собрание, и исполнительный комитет, мы уделяем огромное внимание для того, чтобы как можно больше инвестировать в образование и как можно больше информационных возможностей и услуг, и технологий мы могли бы использовать в образовании. Мы очень хотим, чтобы у нас было как можно больше айтишников, мы очень хотим, чтобы у нас было как можно больше инженеров. Мы хотим прививать любовь к техническим специальностям у детей с разного возраста. Поэтому работаем достаточно активно со всеми нашими партнерами, которые помогают нам создать инфраструктуру, но и с теми нашими друзьями, которые приходят с замечательными идеями и позволяют творить и быть лучшими на этом фоне. Поэтому огромное спасибо всем конкурсантам, огромное спасибо всем участникам за то, что вы вовлеклись в этот процесс. И теперь в программе ОНЕСТ гагаузская программа, наверное, будет одной из самых лучших. Я на это очень надеюсь. Всех поздравляю и очень рада за нашу автономию. Спасибо, Ирина Федоровна. Sağ olun Irina Fyodorovna. Конкурс был организован научно-исследовательским центром Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич совместно с компанией Simpulse. Слово предоставляется основателю и управляющему компании Simpulse, а также идейному вдохновителю конкурса на лучшую панграмму на гагаузском языке Дмитрию Волошину. Я предлагаю добавить формулировку самого большого друга Гагаузии. В следующий раз. Мы давно друзья с Ириной и с Гагаузией. Я очень люблю это место. Мне очень нравится здесь бывать, рассказывать о том, чем мы занимаемся. И поэтому то, что я сейчас здесь, не случайно. Мы над этим шрифтом работаем больше года. И на самом деле это большой сложный проект, который учитывает не просто нарисовать красивый шрифт, который можно там поздравительные открытки делать, а в первую очередь для того, чтобы его можно было легко распознавать на устройствах, смартфонах, на устройствах с низким разрешением, в районах, где недоступны качественные экраны. Поэтому для меня лично и для компании моей было бы большой честью, если бы Гагаузия стала первым регионом в Молдове, которая бы утвердила шрифт ОНЕСТ как государственный и использовала во всех государственных документах. А в двух словах еще я хочу поблагодарить руководство Гагаузского края и всех участников конкурса, потому что для нас
Мы немного растерялись, если честно, да, когда мы начали готовить сайт и написали панграмму на всех языках, и оказалось, что на гагаузского нет панграммы. Я позвонил Ирине, говорю, что происходит, дайте мне специалиста. Они говорят, блин, мы как-то не подумали об этом, до сих пор не было. Я все понял, сейчас мы будем устраивать шоу. То есть мы сейчас устроим заваруху на всю страну, соберемся гагаузы, сделали рекламную кампанию первый раз в жизни только на гагаузском языке. То есть человек, который не поймет условий конкурса, нечего участвовать в этом конкурсе, правильно? Потому что знать надо гагаузский в совершенстве. Вот. И я хочу сказать, что было очень много вариантов. И на самом деле и жюри, и мы столкнулись с трудностями, потому что выбрать было очень тяжело, поэтому мы организовали конкурс и в интернете, для того, чтобы получить как можно больше мнений. И сегодня мы узнаем, кто же победил. И как вариант звучала мысль, что эти конкурсы можно делать ежегодными, для того, чтобы отшлифовывать панограмму до блеска, чтобы она стала самой минимальной в мире. Вот. А что касается шрифта, хочу закончить речь тем, что важную мысль передать, которую я транслирую всем своим друзьям, знакомым, коллегам, согражданам, что если мы хотим сделать нашу страну процветающей, красивой, крутой, мы должны вкладываться в это. Не ждать, что страна это сделает все сама. Каждый понемножку должен вносить вклад для того, чтобы наша страна процветала. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо лучшему другу Гагаузии. Pangrama'nın historiasından halis az informasya var. Bilinir, hani Latin grafikasında pangramalar kullanılır, asırdan beri. Komisyanın kararına göre yüzül ödülü kazanır, pangrama göçmüş yerde sap koca jantrayı bulur. Size hoşaf. Для получения специального приза конкурсной комиссии приглашается Долгова Татьяна Федоровна. Правде говоря, для меня это приятная неожиданность. Я участвую в таком конкурсе впервые. Я тогда как раз была на карантине, и нужно было себя чем-то занять, не сидеть в соцсетях. Как раз увидела рекламу, думала, почему бы не попробовать. Хочу поблагодарить свою маму, которая в меня верила. Говорит, попробуй, почему бы и нет. Свою учительницу гагаузского языка, которая привила любовь к гагаузскому языку. Я еще в школе сочиняла стихи на гагаузском языке. И, конечно же, поблагодарить создателя данного проекта, конкурса. Это правда очень здорово, что у нас в Гагаузии есть такие конкурсы, и что у нас есть возможность в них участвовать, показать, на что мы способны. Надеюсь, и в будущем будут такие конкурсы. Спасибо вам большое. Kutlarım sizi Tatyana. Bu ilk ödülünüzle umutlanırız. Hani gelen yıla yeniden katılacağınız. Yeni güzel pangramalarla. Şimdi bakalım hangi tekst ikinci yer yarışmada kazandı. Cadı bunt piç güveye hojma falş söz katır. Bu cümlede kullanıldığı hepsi bukvalar, sadece 3 tekrar var. Karşılarız Kristova Yularjı Александра Афанасьевна. Здравствуйте, уважаемые гости. Видимо, мне придется говорить на русском, чтобы все понимали, да? Или с русского на гагаузский переходить, вот так вот. Когда я прочитала этот конкурс, об этом конкурсе, даже не сомневалась, что я буду участвовать, потому что я не сдаюсь перед такими конкурсами. И знаете, я была уверена, что только я начну писать эту фразу, у меня получится фраза наподобие «Çıktı sıcak güneş de başladı açtık güzel güller».
Но когда начала составлять программу, поняла, что не так все просто и не так все легко. Пришлось побороться с нашим гагаузским алфавитом, и мне удалось обуздать наш гагаузский алфавит до буквы А. Вот буква А – это та буква, которую я с трудом обуздала и пока что поставила только шах. Вот у меня в целях поставить мат этой буквы, потому что в моей программе повторяется только буква А, больше ни одна буква не повторяется. Поэтому, и когда меня муж спрашивал по ночам, почему ты не спишь? Я говорю, ben görüşerim aylan, ben ona koyacağım yular, benim soyadım da yularcı, ben yularcıdan da savaşardım bir программа yapma. Ирина Федоровна просит, и даже ваша фамилия звучала в моих программах. В первые же дни у меня были фразы и 35, и 36, и 37, до 40. В первые же дни у меня были такие программы, но меня это не устраивало. Я прислала программу, которая у меня получилась в первый же день вне конкурса, и сказала, она мне не подходит, потому что там нет гагаузских слов. Мне нужно, чтобы все слова были гагаузскими. Если я использую фамилию, она должна быть реально существующая фамилия. Бунц – это реально существующая фамилия. Поэтому я была очень строга к себе, очень требовательна. И вот так вот я боролась с буквой А. Ben ona yollar giydireceğim. Ben onu hep kadar koyacağım strungaya, koyacağım stroya. Da benim niyetimden o frazı da olsun 31 bukva. Sağ olasınız. Ben pek sevindim. Ben kendi becermeklerimi, kendi bilgilerimi gösterdim bu konkursta. Sağ olasınız. Başarılar dileriz canabimize. Yıklam zevkleri sizi bırakmasın. Davul yuları giydiresiniz. Kime niyetlendiniz? 3. yer 5 tekrarlan kazandı cümle. Tap gözü işte sanır. Diveç bucak, o yulaf, жмых. Автором программы, занявшей 3-е место в конкурсе, является Бужилова Валентина Михайловна. Валентина Михайловна сейчас находится в Израиле и, к сожалению, не смогла к нам приехать. Для получения ее награды приглашаем главного специалиста управления культуры Гагаузии Сары Ирину Ильиничну. Kultura savununu yapın. Bilerken borçtan hakkını neyi aldın, neyi yaptın? Adet söyler. Varkan meci katıl da iş ilerlesin. Koy taşını değilsin yerin. Ev katılsın, yüksekleşsin. Bereketli ağır bağlı. Süreleri kahve kala. Gözlemeler de daha tatlı. Yazarken birer de aile. Sağ olun. Teklif ederiz sayın seyircileri. Burayı hepsimiz beraber yapalım bir foto. Sayın seyircileri. Победителей призовые места, кто занял, приглашаем на общее фото. Это исторический момент. На наших глазах пишется история программы на гагаузском языке. Спасибо, Ирина Федоровна. Спасибо, Дмитрий. Söylediğimiz gibi düzme bir manalı pangrama, kullanıp tekrarsız hepsi bukvaları hiç kolay değil. Komisya azaları kararladılar şükür etmeye hepsini, kim zahmetini saymayıp katıldı bu yarışmaya. Ödülleri vermek için teklif ediyoruz yarışma komisyası azasını, Bilim Araştırma Merkezi Dil, Literatura hem Folklor bölümü başını Çibatari Pyotr Afanasyevich'i. За участие в конкурсе памятными дипломами награждаются Арабаджи Анна,
Бодур Юлия. Дан Наталья. Кексал Ивановна. Добрый день, Заман Хайрулсын, уважаемая Ирина Федоровна, уважаемый Дмитрий. И красивая идея, дорогие сотрудники научного центра во главе Ирины Анатольевны. Это не просто конкурс, это азартный конкурс, это захватывающий конкурс. Я узнала за 2 недели до окончания конкурса и, конечно же, тоже решила попробовать свои силы. Это и в самом деле ты ждешь, чтобы все в доме заснули, чтобы никто не летал, и ты зачеркиваешь буквы один за другим. И одновременно работала над 4 панграммами, надо было все силы кинуть на одну. Конечно же, можно было лучше поработать, но это здорово, что вот мы все прилагаем усилия, участвуем. Это 2 недели, это все, вся ночь, 5 часов, 6 час, а подробности о панграмме, какая она должна быть, я узнала в беседе с Петром Афанасьевичем, он мне на русском языке тоже образцы показал. И, конечно, было 80 букв, 40, и вот из 4 панграмм, моя панграмма из 31 буквы гагаузского алфавита состоит из 36 букв, то есть тоже надо бороться с буквой А. Bu pek güzel bir olay, Gagavuz dilini ilerlemesi için pek güzel bir çalışma, sınav kolayı katılsın, dil sade bilim adamları ama her bir yaşayan bizim avtonomiyadan. Onun için sevinirim, hani katılımcı çok vardı. Açılarsa da tabii ki dil yer için ama bütün havuzdan katılacağım tabii ki. Sağ olasınız. Sağ olun. Для награждения приглашается Киося Ольга. Давайте поаплодируем погромче нашим участникам. Они были первые, кто решился это сделать. Konstantinov Mikhail. Konstantinov Mikhail Petroflash bugün gelemedi, bize yetişemedi ama biz mutlaka ona vereceğiz. Bir iki laf isterim size. Konstantinov Mikhail, bu adamı biz bilirsiniz, Pixler bir panogram hazırlamış ama yapmış bir şalverlik. Bütün fraza gidiyor Gagavuşça, Gagavuşça, Gagavuşça da o bukvalarda hangisini sıkıştıramamış bir lafa, onları sırada koymuş, olmuş bir Latince, bir Kitayski, cin, min, çin. Biz onu okuyamadık da doğru За чувство söylesin. юмора можно его тоже как-то поощрять. Но он нашел выход из положения. Курдогло Иванна. Yok Ivana da gelemeyebilir bilir. Терзи Алена. Я говорю, нет, эта буква И мне мешает. На следующий день, ты справилась? Нет, эта буква Я мне мешает. Я говорю о том, что буква Я и буква И стали хорошими друзьями в нашей семье. И Александра Афанасьевна сказала, что она все равно добьется, что буква А не повторялась, обуздать ее.
но я сказала, что мне очень долго нужно еще кататься на букве Я, Е и И, чтобы обуздать эти 3 буквы. Спасибо большое. Teklif ederiz ödül için Toma Nikolay. En genç katılımcı. Давайте аплодисментами покажем, как мы гордимся Томой Николаем, самым юным участником нашего конкурса. Просим участников остаться для общего фото. Buyurun, kim daha isterse de bir şey söyleme. Zaman hayır olsun misafirler, Sayın Başkanımız Irina Fyodorovna, misafirimiz Dmitry Voloshin, hepsi katılan bu yarışmaya. Ben de isterim kutlama herkesini kim pay aldı bu yarışmada. İstedim bir laf söylemen nasıl ben de yazdım bu programı. Çünkü ben de Uşakbaşı yaşında çalışıyorum. Yürüyücü Gagavuz dilinde. Böyle Gagavuz dilinden neyle bağlı her şeye savaşlarım kalmama bir yerden. Bu yarışmadan da kalmadım bir yere. Vakitim vardı çok. Ne kadar yazdırdım, tabii kızışardım. Bir cümle yazdım, bir cümle istedim yazmam. Birbirinden ama benim programım bağlı Gagavuz imeklerinden. Çünkü biz biliyoruz hani Gagavuzlar böyle insanlar anıları giyinirler, kabul ederler, misafirleri kurarlar güzel sofralar. Benim programım bağlı Gagavuzların imeklerinden. Ben burada sıraladım türlü yemekleri, anılarını hazırlar Gagavuzlar. Ondan sanıyorum ileri doğru başka tema ayıracağız, daha da güzel programalar kuracağız. Sağ olasınız, herkesin teşekkürler. Siz de sağ olun. Daha bir sıra kutlarız. Hepsine kim bugün kazandı ödülleri. Программа нашего мероприятия продолжится выступлением творческого коллектива из села Гайдар Чанджаз под руководством Капсамун Нины Анатольевны. Давайте поаплодируем нашим юным артистам. Не могу мне передать. Çekirge, çekirge, sivri kutlu çekirge. Ay
ekim çocukları, bizim sabah yıldızlıklarımız. Şükür edelim onları tabir ederiz. Şimdi scenaya teklif ederiz. Bilim Araştırma Merkezi. Во-вторых, это еще один яркий пример, насколько гагаузский язык, гагаузская культура и наш теплый, радушный гагаузский народ может привить любовь к любой национальности для того, чтобы выучить этот прекрасный язык. Вот Нина Анатольевна — это прекрасный пример тому. Она сама по национальности молдаванка, вышла замуж, переехала сюда к нам в Гайдары. И вы видите, какой прекрасный гагаузский коллектив Чанджаз она возглавляет. Она прививает любовь к этому прекрасному языку и к нашему прекрасному фольклору. Поэтому низкий вам поклон от всех нас, от всей Гагаузии. Хочу вам вручить почетную грамоту за то, что вы на самом деле всегда очень отзывчивы. С большой радостью принимают участие во всех фестивалях, во всех культурных мероприятиях автономии, не только на площадках Гагаузии, но и на республиканских площадках. Поэтому огромное вам спасибо и крепкого вам здоровья. Мне очень радостно сегодня. Радостно видеть Ивана Ивановну. Вы были на практике у меня. Петр, что молчите, вы были моим учеником, один из лучших. Видите, какая я взрослая. Просто я раньше вас родилась. Я не... И огромное спасибо родителям. Без родителей, без детей, без поддержки. Люблю фольклор, люблю детей, люблю гагаузов, люблю гагаузский язык. Не было бы вот это перед вами сегодня. Это. Ничего такого я не делаю, но стараюсь. И вот эта работа меня последние 4 года очень поддержала. Спасибо всем за такие добрые слова. Мира, счастья. Спасибо огромное вашему коллективу и вам, Нина Анатольевна. На самом деле, вы знаете, сейчас все очень бурно развивается, мы очень легко доступно получаем ту информацию, которая есть в сетях. И я скажу вам, что буквально недавно мне было очень приятно прочитать пост Дмитрия Волошина на его страничке в Facebook. Он говорит о тех вещах, которые, к сожалению, мы, наверное, знаем, но очень трудно нам сказать. Мы воспитываем наших детей в духе того, чтобы у них был достаток, чтобы у них был комфорт, чтобы им все было доступно, хорошо. И самое главное, это доставалось легко. Но это самая большая наша ошибка. Потому что наши дети, войдя в большую жизнь, сталкиваются с большими проблемами. Дмитрий, можно сказать, что затронул ту вот тонкую струну, которая, в принципе, дает нам толчок подумать еще раз о вообще значении нашей личности, да, как человека, о необходимости вообще существования в прекрасном вот этом мире, в радушной природе, которая, в принципе, нас очень любит, но мы к ней относимся небережно. И если вы заметили, Дмитрий сегодня пришел босиком, и этому очень интересный и хороший есть ответ. Для того, чтобы понять, насколько мягкая и зеленая трава, на которую мы наступаем, очень долго ходить по камням, оббивать ноги, царапать, до крови доводить. И только потом мы почувствуем, насколько она мягкая, насколько она приятная, и насколько реальный наш мир комфортен для нас. Поэтому я хочу завершить наше сегодняшнее мероприятие тем, что поблагодарить Дмитрия. Дмитрий, я прошу вас, если можно, сюда. Поблагодарить за то, что у нас в этом прекрасном нашем мире есть такие люди, которые не думают о деньгах, которые не думают о том, чтобы завоевать весь мир и, соответственно, подчинить себе. А те люди, которые думают о том, чтобы сделать мир краше, мир полезнее, мир нужнее, а самое главное – воспитать достойных детей для нашего будущего. Спасибо, Дмитрий, спасибо за идею. Не было бы вас, не было бы этого конкурса. Я скажу, что было очень сложно, конечно же, потому что Дмитрий постоянно находится в поездках. Он нам немножко расскажет, наверное, о том, где он бывает. И спасибо вам, и мы ждем следующих новых идей. Друзья, очень приятно. Я как будто
из одной вселенной попал в другую. И мне действительно очень суетная жизнь, очень много проектов, очень много встреч. Но здесь я как будто окунулся в такую атмосферу абсолютного добра, позитива, положительных эмоций, людей, улыбок. И я так прямо сейчас мне бац, я такой, елки-палки, как круто все-таки в Гагаузии. Вот. Я хочу пожелать вашей автономии, вашей республике, вашим людям. Вы идете туда, куда нужно. Мне очень нравится, что происходит в Гагаузии. Я считаю, что вы самый быстро развивающийся, растущий регион, самый инновационный и самый открытый изменениям. И считаю, что будущее нашей страны начнется именно с Гагаузии. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Спасибо, Дмитрий. Сейчас я всех приглашаю на кофе-брейк. Я думаю, что за приятным диалогом мы сможем достичь очень многих интересных идей на будущего наших детей.